Сколько помню, всегда рисовала. И в садике, и дома. Брат с сестрой от меня просто ныли, потому что я их уговаривала точить мне карандаши. Я сама их не умела точить. И, конечно, я их выводила из терпения и очень любила, когда карандаш наточен остренько, чтобы было удобно рисовать. Если честно, я никогда не знала, что я буду художником. Я об этом даже не думала. Я просто рисовала, любила лепить, любила оставаться дома, чтобы мне никто не мешал. И, наверное, то, что все говорили в школе, в садике, знакомые, родственники, что я хорошо рисую, ты, наверное, будешь художником. Скорее всего, они мне эту идею внушили, что я должна быть художником. Я закончила в Коканде училище искусств. Это произошло в 1982 году. Получила диплом и работала в училище художником-оформителем. Чулочно-предельный комбинат, плакаты связаны с легкой промышленностью. Мне это ужасно не нравилось. Мне не нравилось рисовать портреты Ленина, Энгельса, Маркса и все такое. Вот это все, это было не мое. Ну, так я работала лет 8-9, пока мы не уехали в Крым. Мы приехали в Симферополь в 1989 году. Это было где-то в июне месяце. А там меня встретил отец и привезли нас в Старый Крым. Как бы отвоевывали заново свою родину. Но эти года тоже не прошли даром. Вся душа наполнилась, все сердце патриотизмом. Я тогда писала разные лозунги, мы собирали старинные фотографии, доказывали, что мы здесь жили, что здесь жили наши предки. Ездили на митинги в Симферополь. Жизнь была очень бурная такая. Строили дом, было очень тяжело. Стройматериала не было, но доставали с мужем на пару. У нас была машина такая, ЛуАЗ. Мы на нее грузили бетономешалку. Мы получали удовольствие от этого. Конечно, были у нас с ним и споры, и ссоры. Я очень боялась строить большой дом. Для меня было это так страшно. Через 5 лет мы поселились в свой дом, были очень счастливы. Счастью не было предела. Я занялась золотым шитьем, но я не знала орнамента крымско-татарского. Мне очень хотелось это узнать. Дело в том, что мои родители рано потеряли своих родителей. Это было как раз в первый год депортации. У мамы родители умерли в течение 2 недель от голода. И, естественно, ничего из вышивки, ничего такого не осталось. Я нигде не могла это видеть. И когда я поехала в Киев на спилку мастеров, повезла свои работы по вышивке, у нас в библиотеке была книжка «Декоративно-прикладное искусство крымских татар». Это одна из первых книг. Я там увидела очень красивую вышивку старинную. Я решила сделать копию фрагмента. Я сделала такой очешник, и на нем вышила вот этот фрагмент старинной вышивки. И в Киеве уже, когда я гуляла по залам этой выставки, ко мне подходит Айша Усманова. Она меня узнала. Ну, естественно, тут такая встреча у нас дружеская. Она говорит: ты знаешь вон того человека, вон того мужчину с бородкой? Я говорю: нет, не знаю. Это, говорит, Мамут Чурул, давай я тебя с ним познакомлю. Он мне предложил присоединиться. Я буду проводить семинар в Перевальном, и мы будем изучать орнамент. Я была просто восхищена и счастлива, что мне предоставляется такая возможность, что наконец-то я узнаю, увижу крымско-татарский орнамент. Конечно, я чувствовала себя как в пионерском лагере. Я чувствовала себя ребенком, хотя была уже взрослой женщиной. И когда Мамут Ага мне делал замечания,
Меня это, конечно, трогало как взрослую женщину, но я решила отбросить свою такую вот гордость такого художника, да, и все-таки поработать ученицей. Мама тогда мне говорит: что ты нарисовала? Это что? Что это за цветок? Я говорю: тюльпан. Это не тюльпан, это не крымско-татарский тюльпан. Я говорю: а какой же? Это узбекский тюльпан. В тебе, в голове еще у тебя сидит узбекский орнамент. Ты должна понять, ты должна душой понять, какой крымско-татарский тюльпан. Он и не киргизский, не казахский, не турецкий, он именно крымско-татарский. И постепенно я стала понимать вот эти все линии, переходящие от одного цветка там в другой, чтобы не было никаких преломлений. Это надо действительно чувствовать. Я очень люблю валять шерсть. Для валяния шерсти, для этой техники у меня особые воспоминания и особые желания валять именно шерсть, потому что это связано с моим отцом. Он у меня с Ускута, ускутский крымский татарин, фамилия Дегерменджи, фамилия очень известная. Он мне рассказывал с детства, что у нас полы были глиняные, саманные, то есть глина смешивалась с соломой, ее заливали, полы заливали, а потом, чтобы полы были теплые, мужчины валяли баранью шерсть. Сваливали такой войлок, толстый, он был толстый, ну, сантиметра 3, и вот такой толстый войлок, несколько слоев стелили на эти земляные полы. Вот эти домотканные килимы стелили, и дети практически, ну, вот в чем мама родила, в том и сидели на этом полу, было очень тепло. С тех пор у меня вот в памяти это все осталось. Но когда мама Таха предложил нам семинар по валянию шерсти, я сразу побежала, конечно, на него. Очень много идей можно воплотить в жизнь, творческих идей. Я сделала несколько работ по войлоку. Я вышила комплект для чая. Это колпак на чайник, грелка на чайник и салфетки. Это как 4 узора, 4 игридала на марама. И там идет динамика, движение, когда вот эти цвета чередуются. Вот в нашем орнаменте есть динамика. Вот. И именно в женских знаках, потому что, ну, как наша женщина, постоянно в движении, хозяюшка, дети, семья, муж, внимание всем. Вот поэтому динамика должна быть. И я это применила в войлоке, в салфетках. Но я больше делаю такие большие панно. Мне нравится рассказывать, мне нравится делать сюжеты. Нашему орнаменту нет цены просто. Вот просто нет цены в любом музее. Его богатство в тонкости. Его надо понимать, ведь наш орнамент, он как бы делится, так же, как и наш Крым, на деревни. Есть степные районы, есть южный берег, есть горные районы, да? И вот в каждом районе свой рисунок. То есть степной район, там более такие воздушные рисунки, более свободные, нет такой насыщенности. Вот к южному берегу более насыщенные рисунки, такие богатые, много золота. В горных районах там даже изображали горы, которые мы потом взяли в свою идею. Мы возродили народное творчество, создали свой архив, обучили многих вышивальщиц, художников этому орнаменту, символике, создали что-то свое современное искусство и подали идею будущим художникам, которые смогут вот на этом фундаменте создавать новые произведения, более современные, более интересные, более идейные, такие более патриотичные, чтобы наш Крым всегда процветал и никогда не было конца этому творчеству. И вот самое главное – сохранить вот этот баланс старинного и современного.
не переборщить, найти ту золотую середину. Главное – сохранить каноны нашего искусства.